Повысить активность семьи в вопросах воспитания ребенка, обеспечить комплекс психолого-педагогических условий, реализовать план индивидуальных учебных маршрутов и повысить квалификацию педагогических кадров. Это то, что необходимо сделать для улучшения образования на селе. В Видинге в минувшую субботу прошел уже 4-й день сельских школ. На месте побывала Дарья Вологжанина. Вот-вот школы Коми откроют свои двери. Приемка образовательных организаций завершилась, а учителя настроились на плодотворный учебный год. В зале новой Видингской школы собрались руководители органов управления образования, педагоги, общественники и представители власти. Главная задача – обсудить проблемы и перспективы развития сельских школ. Я хочу поблагодарить вас всех за ваш очень важный и нужный труд, за ваш педагогический талант, за ваше большое, огромное сердце, за любовь к детям. Спасибо, что вы находитесь в постоянном поиске, ищете новые формы преподавания, обучения, повышаете квалификацию. Я хочу привести пример слова древнегреческого философа Аристотеля, который сказал: учителя, которым дети обязаны своим воспитанием, гораздо почетнее своих родителей. Первые дают нам только жизнь, а учителя дают добрую жизнь. Сейчас в Коми 163 школы, которые работают в сельской местности. Это 53% от всех средних учебных заведений республики. В них трудится больше 3000 педагогов. Без школ в глубинке сегодня немыслимо комплексное развитие сельских территорий. Сегодня у нас есть учреждения, где обучается всего 2-3 ученика, а есть и такие, которые умещают больше 1000 детей. Комфортные условия, инновационные технологии и качественные знания должны быть доступны каждому из них. Я хочу все-таки сказать о том, какие преимущества есть в сельское образовательное учреждение. Это же, конечно, возможность индивидуальных образовательных маршрутов для детей. Это традиция, о которой сегодня говорили, народного воспитания за счет более тесных связей внутри населенного пункта. Это этнокультурное образование и просвещение наших детей, поскольку наша республика – национальная республика. И верно Валерий Петрович заметил, коми-язык живет, развивается именно в сельских школах. В следующем году финансирование малокомплектных школ в Коми увеличится в 3,6 раза, в сельских – в 1,8. Главная проблема, которая еще остается – вторая смена в Прилузском, Карткировском и Ижемском районах. Но если в Прилузье и на Ижме она скоро решится, здесь строительство новых школ уже началось, то в Карткировском районе пока только планируется. День сельских школ – это не только разговор о проблемах образования в глубинке и способах их решения, но и повод поделиться опытом. В этот раз организовано 6 площадок, так называемых педагогических мастерских. В центре внимания, конечно, вопросы инноваций и цифровизации. Например, на площадке «Точка роста. Повышаем качество образования» учителя рассказывают, как работают точки в их школах. Это 5 класс, да, самый несложный проект, это уже проекты, которые они защищали в конце года. Праздник никак без наград. По традиции в этот день выбирают лучшую сельскую школу республики. В этом году на это звание претендовали 12 общеобразовательных организаций из 9 муниципалитетов. Диплом «Самый-самый» и денежный приз достался Выльгарской школе номер 2 имени Василия Петровича Налимова. Она хоть и сельская, но большая. Знания получают в ней 1100 учеников. 2017 года, по-моему, этот конкурс, да, проводится. Вот, мы поначалу хотели, да, в этот конкурс войти, но, наверное, чего-то побоялись. Может быть, результаты были недостаточно высокие. Может быть, мы не верили в свои силы. Но вот эти вот 3 последних года мы действительно работали на этот конкурс. И заслуга всего педагогического коллектива в том, что мы сегодня стали победителями. Внимание на праздники и земским учителям. Это смельчаки, которые решили круто поменять свою жизнь и уехали работать в село. Надежда Петропавлова – одна из таковых. Говорит, захотелось новых впечатлений, поэтому решила сменить место жительства и работы. Уже год она преподает русский и литературу в поселке Сидью, что под Ухтой. Свой 1 000 000 уже получила. Отдала родителям.
Сам статус победителя в земском учителе, конечно, это очень приятно в том плане, что отбор был достаточно большой, и очень приятно видеть себя в числе победителей. Это большой стимул, большая мотивация для себя лично. В рамках форума и участие в 8-м общероссийском родительском собрании. Вопрос министру просвещения России Сергею Кравцову задает депутат Республиканского госсовета Елена Иванова. Республика Коми на связи. Добрый день, Сергей Сергеевич, Анна Юрьевна. Часто возникающий и в Республике Коми вопрос по организации питания. Каким образом будет организовано питание в предстоящем учебном году? Долгосрочным ли будет этот проект по организации бесплатного питания для начальной школы? И планируется ли организация бесплатного питания для учеников 5 и 11 классов? Конечно, хочется больше. Я понимаю родителей, чтобы и основная школа, и старшая школа, но здесь зависит, конечно, от бюджетных возможностей региона. Где-то это получается, где-то пока нет. Но очень важно закрепить и дать возможности, чтобы было действительно бесплатное горячее питание учащимся младших классов. Идет формирование организма, это очень важный период. Каждый год День сельской школы проходит в разных селах. Визинская школа передает эстафету в Часово Сыктывдинского района. Школа хоть и маленькая, но новая, на 110 учеников. И важно понимать, как функционируют и такие небольшие сельские учебные заведения. Дарья Вологжанина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.